Дело было в Астрахани этим летом. Жил на улице бездомный пес. Его любили люди и подкармливали. Он был добрый, ласковый и доверчивый. Позовешь — бежит с радостью. Но вот как-то осенью подошел к нему мужчина, позвал его. И он также с радостью подбежал, виляя хвостом, думая, что дадут ему поесть или вкусняшкой угостят. Но у этого человека, которого сложно назвать человеком, в руке был нож. И он 3 раза вонзил в безобидного, улыбающегося песика этим ножом. Он нанес ему 3 раны. Одна из ран оказалась очень глубокой и серьезной. Собака начала истекать кровью. Волонтер Валентина, которая жила неподалеку, она мчалась к этому песику, потому что она знала его, она подкармливала его, и она уже неслась к нему. А далее срочно грузили в машину и в клинику. Успеть спасти. Успеть. Операционный стол, операция и 2 месяца реабилитации. Песик шел на поправку, находился уже на передержке, и думали, что все хорошо, что он выздоравливает. Но неделю назад заметили резкое ухудшение в его состоянии. Он резко похудел. За 5 дней похудел килограмм на 7, осунулся, стал плохо дышать, дышал через раз, задыхался. Сделали УЗИ в клинике. Большое количество жидкости в легких, диафрагмальная грыжа, есть жидкости в брюшной полости и необходима срочная операция. Но понимали, что в Астрахани ему не помочь, но нет таких специалистов там. И было принято решение быстро перевозить в Москву. Друзья, хоть мы и спасаем якутских собак из Сибири, но считаю, что у собак и их несчастий нет географии. Те волонтеры, которые спасают животных в разных городах, мы знаем друг о друге. И мы знаем и делимся о бедах этих собак, которых порой с трудом вытягиваем и возвращаем к жизни. И вот сейчас очень нужна помощь астраханскому мальчишке Сириусу. Он в ветеринарном центре имени Скрябина в Москве. Серьезная операция. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. Помогите, пожалуйста, спасти. Помогите оплатить МРТ, КТ, операцию, саму операцию и все то, что вернет его к жизни. Этот ребенок заслужил остаться в живых. Спасибо, что вы нам помогаете. Спасибо, что откликаетесь. Без вас бы нам не справиться с такими тяжелыми собаками и их проблемами. Спасибо всем.